Сегодня приговором Верховного суда Республики бывший студент и водитель медучреждения признаны виновными в совершении особо тяжкого преступления. Подробности у Виталия Абрамова. Машина врезалась, ваши действия дальнейшие какие были? Врезалась, я вышел. Вы отсюда вышли? Это кадры следственного эксперимента. Бывший лихой убийца уже не кажется таким опасным. Дрожат руки и еле говорит. В ночь с 12 на 13 июля камера видеонаблюдения зафиксировала, как трое молодчиков снуются по парковке одного из клубов столицы и пристают к водителям. Внимание злодеев привлекает Toyota Caldina. Водитель безуспешно пытается привлечь внимание, моргая фарами, но бандиты одерживают верх. В следующий день на 19-м километре Вилюйского тракта был найден труп 22-летнего жителя Якутска с колото-рубленными ранами головы. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемых. Ими оказались трое уроженцев одного из районов республики. На следственном эксперименте один из них подробно рассказал, как убивали водителя Caldina. Покажите вот ту часть головы, в которую вот он бил. Не знаю, конечно. Удары в область головы приходили? Область головы. Так. После совершения деяния убийцы подожгли автомобиль с целью скрытия улик. Вы взяли зажигалку и в каком месте сиденья подожгли? Вот так делал. И сразу я сразу бросил зажигалку. Сегодня утром переговором суда двое преступников были признаны виновными в совершении угона и убийства. Осуждены к наказанию в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Что касается третьего соучастника, то на стадии предварительного следствия он заключил досудебное соглашение. Проще говоря, молодой человек просто сдал своих подельников, после чего ему было назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно. Виталий Абрамов, Дмитрий Сергучев. Новости столицы.